Естественно, однополчанина и эту аудиторию. Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня мы говорим о том, стоит ли лимитировать образ жизни министров по соотношению их зарплат. И сегодня мы говорим о том, что стоит это делать. И мы начнем доказывать. Первое. Давайте начнем с истории. Давайте вернемся в историю России и Руси. Когда Петр I начал думать о том, надо бороться с коррупцией. Что он сделал? У него есть бояре, которые вводили какой-то, я не знаю, имели какой-то полезность для страны. В дальнейшем случае он думал, если сейчас он начнет жесткие меры, то они, естественно, уйдут. Что он сделал? Он ввел министрам, считаем их министров, он ввел фиксированную плату, ежемесячную плату, фиксированную, которая была более-менее нормальной для прожития и так далее. То есть они жили неплохо. И эта фиксированная плата, и в дальнейшем он ввел жесткие законы. То есть он дал возможность им зарабатывать, но при этом он дал послабление. Он сказал, но законы будут жесткими. Он ввел закон о расстреле за то, чтобы... казнь, смертная казнь за то, чтобы, если факт коррупции будет доказан. Но, что он делал самое важное, что сегодня, на что мы должны акцент, как он боролся с коррупцией? Он выявлял, как они тратят деньги. То есть он выявлял, на каких каретах они ездят, он выявлял, я не знаю, что они покупают, какие публичным домам ходят. То есть именно система была выявления, как они тратят, и изначально понятно. И теперь давайте начнем с нашего поля. С чего? Первое. Почему мы имеем право министров лимитировать? Потому что они являются представителями народа и несут определенную ответственность за народ. Мы делегируем свою власть им, они, получается, несут определенную ответственность за нас, но при этом у них есть привилегированность в плане того, что они неприкасаемы и так далее, и так далее. То есть государство дает им пособление, и в этом случае идет уравновешенное. Поэтому мы имеем право их заставлять. Это понятное дело. Почему мы должны именно лимитировать? Что входит в лимитацию? Мы полностью контролируем, на что они тратят деньги. То есть в данном случае, когда есть закон о том, куда ты тратишь свои деньги, то есть ты даешь отчет, то есть вероятность того, что я запишу свой бизнес на своего, я не знаю, на свою жену, на своего близкого. В данном случае такого невозможно быть. Теперь даже мне никто не сможет подарить iPhone, потому что в данном случае это запрещено. Потому что я должен купить iPhone за те деньги, которые дает государство. Понятно, да? И в этом случае, почему это оправдано? Первый момент, что сказал Ли Куан Лю? Он говорит, единственные меры, это жесткие меры, чтобы бороться с коррупцией, они должны быть последовательны. То есть первый момент. Первый, мы говорили об отчетах. Второй момент, теперь мы не говорим об отчетах, теперь мы усложняем эту структуру и лимитируем ее полностью. И он говорит, последовательность действий, то есть не резкое ухудшение, а именно последовательность деятельности против коррупции приведет к тому, чтобы она уменьшилась. То есть мы не говорим о полном уничтожении, а именно уменьшении. В данном случае, когда мы ведем уже жесткие меры, то есть вероятность того, что они найдут шею, уже меньше. То есть это последовательность действий. То есть поэтому сейчас уже пришло время, когда нужно перейти к следующему этапу. Следующий момент. Борьба против коррупции делится на два этапа. Первый – это когда мы коррупционные, то есть бюрократические методы улучшаем, то есть принцип одного окна, там, я не знаю, все эти моменты, когда мы упрощаем, а в данном случае мы еще боремся с последствиями, когда человек уже взял взятку и думает, куда потратить. То есть должны идти борьбы с двух сторон. Следующий момент – это формирование менталитета. В данном случае, когда люди уже не будут идти на министерство, чтобы заработать большое количество денег. То есть это очень важно, когда изначально люди знают, что они не смогут никакими способами заработать большое количество денег ни на родственников, ни на друга. И это формирование менталитета оттуда исходит два момента. Первое – это доверие общества. Потому что любой закон, который говорит об антикоррупции, должен быть понятен народу. Почему? Потому что народ оценивает работу государства, народ оценивает, как работает государство и доверяет ему. В данном случае, когда доверие улучшается и менталитет меняется, то структура государства начинает меняться. Понятно, да? Поэтому осознавание закона для народа очень важно. Поэтому, здесь очень просто. Мы не дадим возможность никому подарить министру iPhone. Вот, грубо говоря. И все здесь понятно. Следующее. Осознавание общества и показательность. В данном случае мы видим, что есть вероятность показательности этого закона. То есть этот закон очень показательный. Если мы в данном случае запрещаем всем дарить министрам, я не знаю, жвачку, грубо говоря, это не оправдано, лимитировано, но в данном случае то народ будет видеть, что государство работает и взяточество становится меньше. Но для чего это нужно? Чтобы народ сам предрасполагался к тому, чтобы не давать.
взятки. В данном случае это очень важно, потому что это второй момент, почему мы должны вводить этот законопроект. После того, как идет формулирование мышления, в дальнейшем идет этап осознавания того законопроекта, а в дальнейшем идет выводы. И мы сегодня говорим о выводах, когда министр, придя на пост, он делает вывод: я по-любому не заработаю, и надо ли мне приходить туда? И мы тут видим, что мы берем качественных работников, которые изначально не думают разбогатеть, и тут мы показываем плюс, а думают все-таки что-то произнести для государства. И второй момент, когда я, народ, понимаю в лице, что мне не стоит давать взятки, потому что государство ведет с этим работу, и она справляется со своим функциям. И поэтому я, как народ, не буду давать взятки. Надеюсь, и вы тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Для ответной речи приглашается лидер оппозиции. У вас есть 6 минут для произнесения речи. Я приветствую опять многочисленную аудиторию, уже третий раунд. Я приветствую наших уважаемых оппонентов, Руслана, которую давно не видела. Что сегодня говорит нам Раджив? Раджив говорит о том, что мы полностью согласны вообще с его интерпретацией. Он говорит о том, что лимитирование — это контроль за средствами. Потому что человеку невозможно будет подарить iPhone, потому что, как бы, ну, например, у него зарплата 20 тысяч сом, он должен жить в рамках этих 20 тысяч сом, а понятное дело, что iPhone стоит там штука долларов и так далее. Но смотрите, у нас есть проблема. Когда человек, вот это как бы, мне кажется, когда человека преследуют, он хочет этого избежать. Если тебе запрещают что-то делать, он начинает искать какие-то другие маневры и пути обхождения этого правила или это, ну, как бы это естественный инстинкт. Но смотрите, что мы будем иметь, если Раджив будет лимитировать наших министров только их заработной платы. Мы будем иметь подставных лиц, которые будут сидеть на посту вот этих министров, вот этих должностных лиц. Например, как в Японии, да? В Японии мы все знаем, что все контролируют практически якудзы. Вот этот картель, клан, они назначают своих людей, марионеток, которые занимают такие посты, но сами, в свою очередь, они вот руководят практически всем, они владеют практически всем. То есть мы будем иметь первую проблему, подставные лица, то есть статус свой никак не изменится. Они также... Нет, извините. Спасибо большое. То есть подставные лица будут выполнять те же функции, как бы они будут, знаете, внешней картины такой, скрывать уже, да, он будет ездить, не знаю, на работу на велосипеде и так далее, он будет очень хорошим, но все-таки все потайные действия будет совершать также этот человек, он просто нанял своего человека на этот пост. Смотрите, что касается формирования менталитета, смотрите, они говорят о том, что вот, ну, люди не будут просто идти на пост министра. Но давайте вообще посмотрим на человека, который министр занимает. У нас вообще министр, да, они вот так меняются. Каждые 2 месяца, каждый год. Эта должность, она не пожизненная. Мы все понимаем, что человек не приходит на пост министра и не сидит там 10 лет или 15 лет. Мы знаем, что это краткосрочная должность. То есть, что он будет делать? Он будет просто сидеть медленно и тихо обворовывать. Да. Спасибо большое. Вы согласны с нами, что если краткосрочная должность, то получается вероятность того, что он приду, выхода у него не найдется? Нет, вообще, смотри, да, миллион вообще офшорные счета, там, я не знаю, открой другой счет на Багамах, перевод на другой, да, миллион вариантов. Проблема в том, что он будет это делать тайно, то есть он будет сидеть на своем посту, потихоньку обворовывать, накапливать то, что там у него особняки и так далее. Он будет там, не знаю, накапливать деньги на каких-нибудь офшорных счетах. Он просто подождет, посидит, когда он уйдет с поста министра, он спокойно может пользоваться всеми этими благами. Мы проблему не решаем, мы не решаем проблему того, что этот человек на своем посту будет заниматься коррупцией и будет брать больше денег, чем ему положено. Мы не решаем эту проблему. Проблема во времени. Он посидит чуть-чуть 2 месяца на этом посту, но потом будет шиковать, там, продолжать последующие 20 лет, но мы не решаем проблему того, что он будет меньше брать. Смотрите, они говорят о том, что народ будет предрасположен к тому, что не будет он больше давать взятки. Да ничего подобного. Смотрите, первый вариант. Первый вариант — это человек, вот этот, который подставное лицо, который будет этим также заниматься, но уже как-то другими какими-то обходными путями. Я думаю, что, в принципе, фантазия нашего министра на это способна, чтобы найти что-то другое. Нет, извините, я уже приняла. И второй вариант — это то, что, смотрите, мы говорим о том, что вот этот человек за вот эти все годы, я уже сказала, что эта должность не краткосрочная, то есть он будет себя компенсировать все вот
все вот эти месяца, когда он сидел как бы публично без денег и вел нормальный образ жизни, положенный на 20 тысяч сомов, но тем не менее взяточничество не прекратится. Это ментально у человека не будет возникать желание не давать взятки, потому что проблемы нет, потому что сам министр не заинтересован в том, чтобы не брать взятки, он найдет другой путь. То есть, по сути, Раджив сегодня не решает проблему о том, что вот это лимитирование, оно приведет как раз-таки к тому, что будет меньше брать. В чем наша идея? Мы говорим о том, что пусть все будет на виду, пусть мы будем знать, сколько у Бабанова заправок, пусть мы будем знать, сколько у него фирм, кафешек, ресторанов и т.д. Пусть все будет на виду, но это поможет нам знать, что, например, у этого министра столько-то, столько-то, чем мы будем жить в незнании того, что, например, у него на Каймановых островах там 3 офшорных счета и так далее. Пусть мы будем все знать. Намного даже, во многих случаях, когда мы знаем все, извините, это даже снижает вот это, знаете, их Можно тогда вопрос логичный? нет, извините, их борзливость, потому что, например, публично, если это все, как бы, все люди знают, они как-то хоть, ну, пусть на маленький процент, но они снижают вот, публично, я не знаю, то, что они там покупают кафешку у Максима Бакиева и так далее. Пусть все знают, пусть мы будем практически все знать, пусть у него там последний iPhone 5s и так далее, но мы будем это знать. И это знание как раз-таки намного лучше, чем незнание в условиях лимитирования, когда мы практически вообще не знаем, на что, как вообще зарабатывает этот министр и вообще сколько у него счетов и так далее. То есть сегодня мы выступаем за то, чтобы лимитирование министров по их зарплате, она не приведет к тому, что они будут меньше получать или меньше брать взяток. Спасибо большое. Для следующей речи приглашается Артем Уточкин. У вас есть 6 минут. Спасибо, уважаемый судья. Я приветствую всех свободных парламентариев и команды. Итак, объясняю для Алтына и для Айджаны. Вот чем чиновник отличается от Руслана Хихизова или от Раджива Перемедова? Тем, что чиновник, власть, он обладает большим количеством, так скажем, преимуществ. Он имеет право там, контролировать какие-то сферы, он имеет возможности, он имеет гораздо больше возможностей, чем Раджив и чем Руслан Хихизов. Поэтому именно эту часть, так скажем, населения необходимо лимитировать. Далее. Очень важно было здесь предложить нам механизм, ну, резолюция предполагает механизм, который увеличивает количество рисков для того, чтобы этот чиновник мог брать взятки, для того, чтобы этот чиновник мог обогащаться. Мы должны увеличить количество рисков. Мы говорим о том, что этот механизм обойти практически невозможно. И если господа из оппозиции хотят нас опровергнуть, они не должны апеллировать такими выражениями, как наши чиновники найдут какие-либо пути или каким-либо образом у них есть фантазия. Господа Боромбаева, вы должны были сказать, каким образом чиновник может обойти этот механизм. Никаким. Никаким, потому что эти риски, они, так скажем, эти риски гораздо выше того, что он мог бы заработать. То есть, вот они приводят пример Японии, меня убило вообще. Япония в 10 стран входит с наименьшим количеством коррупции. Да, у них есть эти секретари, которые занимают свой пост, но у них настолько доскональная отчетность каждый год идет, что для того, чтобы мне взять взятку, мне нужно столько всего проделать, и для меня гораздо выгоднее, если я хочу успешной карьеры, если я хочу заработать деньги, для меня гораздо выгоднее работать честно. Так вот, мы должны сделать так, чтобы чиновнику было выгодно работать честно. При этом механизме, вот если на сегодняшний день чиновник может там спокойно переписать там особняк какой-то или еще что-то на жену, там, на детей, то на сегодняшний день, вот если мы ведем этот механизм, ему придется искать, там, не знаю, на своего друга, на какого-то дальнего родственника, но риск повышается. Вы понимаете, что доверие этого человека к другому человеку, оно гораздо меньше. То есть риски повышаются, барьеры для того, чтобы человек брал взятки, повышаются. Так вот, Айджана никаким образом не доказала, как чиновник может обойти именно этот барьер. Поэтому они уже проигрывают. Далее. По поводу краткосрочно он сидит или долгосрочно, я вообще вот этого не понял. Да какая разница, сколько он сидит? Краткосрочно или долгосрочно? Он будет тихо воровать. Каким образом он будет воровать, если он каждый год полностью сдает свою отчетность? Если оценщики приходят и говорят, почему у вас такой большой дом? Гудкова почему сняли? Почему его выгнали из Госдумы? Потому что говорят, почему такой большой дом? Ага, наверное, у вас бизнес. И докопались до того, что у него есть бизнес. Гудков, если вы знаете, он был членом партии «Справедливая Россия». Вот таким образом эта система работает.
когда приходят и говорят, вот этот дом не по карману вам, каким образом вы его приобрели? Айчана говорит, он в каких-то офшорах будет хранить. Да каким? Вот вы объясните, как, если он сдает полностью свою отчетность. Мы не понимаем, объясните, пожалуйста, судьям. Далее, по поводу того, что министр говорит, механизм не предполагает того, что он не заинтересован брать взятки. Его настолько прессуют сверху, есть орган, который его контролирует. Он не заинтересован брать взятки, господа. Вот как раз эту заинтересованность в том, чтобы он работал честно, мы и формируем. Далее, по поводу формирования менталитета, вообще ноль, ничего не сказано. Мы говорим, что у людей формируется шаблон. Вот на сегодняшний день мы принуждаем наших нечестных чиновников работать честно, а в будущем следующие поколения уже понимают, что для того, чтобы мне участвовать в политической жизни, я должен честно работать. И вследствие этого, вследствие формирования вот этого шаблонного мышления, как в Европе, как в вашей Японии, спасибо за то, что привели в пример, у людей формируется этот шаблон, они приходят в политику и работают честно. Там в принципе нет таких людей, которые там подвержены каким-то коррупционным мышлениям. Чиновник, который... Я не помню, министр чего в Японии, который не справился со своей обязанностью, он просто, он по-моему, скинулся со скалы, но талант знает этот пример, наверное, скажем. Поэтому вот ментальность и по поводу барьеров, ничего не было сказано, господа. Мы должны показывать людям, что государство борется с коррупцией. Мы должны показывать этих Гудков, этих Бабановых. Господа, мы ни хрена не знаем, сколько по-настоящему Бабанова бабла. Никто не знает. Вот вы видите его завод, вы знаете только то, что пишет он и то, что пишут СМИ. Но никто не знает о его каких-то, возможно, темных делишках. А вот если мы придем, оценим его дом, если он будет каждый год сдавать отчетность, мы гораздо объективнее будем смотреть на него как на политика. Без проблем, просто Айчана говорит, пусть все будет на виду. Так вот, мы за то, чтобы все было на виду. Не только то, что пишет Бабанов и СМИ, а чтобы действительно все было на виду. Чтобы была отчетность, она выкладывалась в интернет, как делается в России, чтобы люди видели, сколько по-настоящему зарабатывает этот чиновник. Поэтому мы считаем, что план сегодня очень хороший, и если мы его ведем, то мы практически поборем коррупцию. Спасибо. Спасибо большое. Для последней речи на первых столах приглашается секретарь лидера оппозиции. У вас есть 6 минут. Да, спасибо большое. Я снова всех приветствую. И сегодня мы на первых столах должны разобрать две ключевые реальности. Первое. Есть некое энное количество людей, которые берет взятки, и мы должны людей наказывать за эти взятки, потому что взятки брать это плохо. Здесь мы не спорим. Есть определенный механизм, а это резолюция именно о механизме, в виде лимитирования конкретного образа жизни конкретного человека. Есть влияние этого механизма на достижение нашей цели. И мы спорим о двух вещах. Достигает цели это, либо не достигается, через тот механизм, который предлагает наше уважаемое правительство. Первое. Мы полностью согласны с тем, что если человек пойман на взятке, его надо наказать. Расстрелять, что люди должны бояться, что они должны вообще все. Мы это не обсуждаем. Сегодня мы говорим о механизме. Каким образом? Через лимитирование такой должности, как министра, снизить уровень взяток, снизить уровень коррупции и сделать так, чтобы народ отучился давать взятки этой конкретной должности. Вот эти моменты мы. И мы сейчас вам показываем эти моменты. Через что мы добьемся, чтобы министры не брали взятку? Через контроль трат. Что такое контроль трат? Это значит то, что я ем, на что я езжу, то, на что я плачу деньги. Мне никто не может ничего подарить. Это значит то, чем я пользуюсь. Мы говорим о самой главной вещи. Должность министра отлагаемого времени. Контроль трат, который они предлагают лимитировать, если я не ем сегодня фуагра и не ношу сегодня iPhone, это мера, которая переносима во времени. Этот механизм можно прожить определенное время, и этот контроль трат может осуществляться через некоторое количество времени. Значит, механизм умирает через определенное количество времени и перестает действовать. Следовательно, их механизм только временный. Я пришла министром на 1 год. В течение 1 года я могу пользоваться только 5000 сом. Понимаете? Я лимитирована. Мои потребности, мои желания и мои мечты, и мое сознание, и желание пользоваться айфоном никуда не пропадает. Я всего лишь год не пользуюсь айфоном. Что я делаю в течение этого года? Перестаю ли я хотеть брать взятки? Нет. Я также хочу брать взятки, просто я эти взятки потрачу ровно через год. Я буду министром 2 года. Я буду пользоваться, подпадать полностью под все критерии их механизма.
Но никак этот механизм не убирает эту коррупционную схему. Я беру с вас, господа, дамы и господа, эти же взятки на любые офшорные счета, на любые вещи, которые не подконтрольны моим тратам, что угодно оформить на этот. И их механизм увеличивает коррупционную схему, потому что я задействую третьих лиц, которые узнают о моей тайне. Следовательно, я должна определенный процент отстегивать им. Следовательно, растет процент взятки на 25%, который я должна буду отстегнуть подставному лицу, который теперь чужой. Жена же не возьмет 25% себе, да, как сейчас. Следовательно, уровень взяток и уровень тех денег, наоборот, их механизм приводит, что я буду думать об инфляции, я же через 4 года буду тратить эти бабки, не сейчас же. Я буду запрашивать и прогнозировать, следовательно, сумма взяток увеличивается. Следовательно, их механизм увеличивает количество денег, которые я должна буду собрать сегодня, будучи на посту министра, потому что я знаю, что iPhone 5s будет стоить дороже, чем iPhone 4, который сейчас стоит, который я могу сейчас иметь. Следовательно, это отложение во времени, только временная мера, которая действует, а их кейс очень временной, очень узкий. Никоим образом проблему взяток не решает. Поехали дальше. Они говорили о Японии. Япония замечательный пример. Там никто не ограничивает вас в этом во времени. Там очень сложные процедуры оформления частной собственности. Там именно вот эти процедуры оформления собственности, оформление вот это вот законодательство настолько продумано, что там дело невозможно создать подставных лиц. Вот там в чем дело. А не потому, что нельзя есть фуагра японцам. Вот. Поехали дальше. Наша ценность, против которой они ничего не говорили. Когда я нахожусь на посту министра, внимательно слушайте, пожалуйста, они создают естественную фальсификацию моего образа жизни. Я, естественно, фальсифицирую свой образ жизни. Как мы можем узнать, сколько денег у Бабанова? Только если мы будем видеть, на чем он ездит. Только если мы посмотрим, какой у него телефон. Только если сейчас мы будем видеть, как одевается. Только это единственный наш образ жизни, это единственный инструмент народа и СМИ оценить, сколько же реальных денег есть у людей. И они вот эту единственную демонстрацию забирают. Если они откладывают во время... Нет, можно я объясню мысль и возьму? Единственный инструмент, который у нас есть, быстро снять и понять, что этот человек разъезжает на Майбахах и Бентли и поднять революцию, только они откладывают. 4 года человек был министром, 4 года прошло, мы такие видим, он такой, ходит в золоте. Что мы можем уже сделать? Он уже не министр. Мы не можем его снять. Все. Образ жизни, поймать человека в сауне, увидеть человека, как он жрет какие-то там дорогие продукты, как его жена ходит в шубе. Только через траты мы можем реально понять, куда он поехал отдыхать. Все. Это единственный инструмент. Они его нас лишают. У нас не будет возможности вот это увидеть. Вот, это огромный вред от их механизма, который они находят. И об этом говорила Айджана. Она говорила о том, что это все переносится просто, это не решается. И создает естественную фальсификацию уровня жизни. Дальше. Смотрите, о чем мы говорили о подставных лицах. Дайте немножко... Да, давай. В чем ценность того, что мы видим, что он берет взятки? А? В чем ценность того, что мы видим, что он берет взятки, не принимая никакие меры? Когда мы видим, что человек берет взятки, у нас не создается ложного впечатления о нем. Мы знаем, что вот этот конкретно коррупционный человек. И у него, а когда человек такой уходит, ангел, ничего не ест, мы его любим, а потом разочарование. Тогда доверие к народу, даже вот человек пришел, он не берет взятки, да, но все равно будем говорить, ах ты, сука, через 4 года будешь брать взятки. Вот это создает ложное впечатление о людях. Мы фальсифицируем реальность, понимаете? А сейчас мы знаем примерно, и вот люди, которые растут, они видят это все, у нас есть реальная картина мира, мы представляем, понимаете? А если у нас все будет как в коммунистической партии, да? Все Ленин ходил такой в потёрый такой камзол, да? А у них были огромные квартиры, это все скрывалось, не все было за рубежом. Наоборот, нужно, чтобы все было максимально прозрачно, потому что уровень политической культуры должен дойти, это все или 30 секунд еще есть? 30 секунд, да. Потому что мы считаем, что все должно быть на виду. И наоборот, нужно стимулировать всех, выявлять свои расходы, показывать свои траты. Мы должны создавать такие вещи и ловить на этом их, чтобы у нас были реальные доказательства. Без этих доказательств мы ничего не сможем. Поэтому их механизм не работает. Спасибо большое за речь. Для открытия игры на вторых столах приглашается член правительства. У вас есть 6 минут, можете начинать. Благодарю вас, уважаемый спикер, рад приветствовать Ольгу, а также оппонентов и коллег. Обе фракции согласились с тем, что самая основная вещь вот здесь, да, вот в этой резолюции, это есть контроль трат. Каким образом происходит контроль трат? Фракция вообще правительства предлагает нам контролировать траты сейчас для того, чтобы определить, сколько денег этот человек зарабатывает. Соответственно, если у меня, допустим, там есть энное количество денег, да, которые я зарабатываю, я могу максимум его потратить, больше я потратить не могу, потому что я лимитирован, потому что у меня есть вот поклад в 14 тысяч сомов, да, например, там, или в 30 тысяч сомов. Вот это очень важный момент. Смотрите, господа, команда первой оппозиции нам сегодня говорит о том, что контролировать
мы не сможем сейчас, потому что они будут подпадать под все критерии, которые нам сегодня необходимы, будут тратить те 14 тысяч сомов, которые мы сегодня им даем, они потерпят год и через год будут тратить на Майбахи, на Бентли и другие автомобили. Господа, вот здесь пропадает очень важный момент. К сожалению, команда оппозиции забывает о том, что в процессе, мы же все согласны, что вот взятка это вот не односторонний процесс. Взятка это как минимум двухсторонний процесс. Там есть два актора. Человек, который дает, и человек, который берет, понимаете? Вот здесь для человека, который дает взятку, для меня, как для бизнесмена, который хочет, чтобы моя авиакомпания летала в Кыргызстане, я могу дать деньги нашему премьер-министру и сказать, вот моя авиакомпания должна летать в Кыргызстане. Да? Для меня важен результат сейчас, понимаете, а не через год, когда ты сможешь тратить бабки, господа. Вот это очень важный момент. Именно поэтому механизм, предлагаемый командой оппозиции, он отпадает. То есть и для премьер-министра очень важно, который может повлиять на этот процесс, для него очень важно получить эти деньги сейчас, а не через год, понимаете, не через год. Потому что потом эти деньги можно и не получить. Вот здесь получается, где собака зарыта. Следующий момент. Смотрите, вот вообще команда, фракция правительства предлагает следующую модель. У нас есть, допустим, вот система устройства государства. Да? Каким образом? У нас есть, допустим, министры, которые вот сейчас уже министры, и которые берут взятки. Мы решаем сейчас проблему коррупции. И они говорят, давайте мы будем воздействовать на министров различными механизмами, команда оппозиции тоже с этим соглашается, вопрос, да, каким образом воздействовать, да? Воздействовать на министров для того, чтобы снизить уровень коррупции. Господа, вот здесь есть два момента. Либо Руслан Хихизов, несчастный, плохой, злой чиновник, отказывается брать взятку в следующий раз, либо на его место приходит мотивированный человек, например, Артем Уточкин. Да, то есть наоборот, Артем, скорее всего, будет брать взятки, а Руслан не будет брать взятки. То есть на его место приходит Артем Уточкин, который будет мотивирован для того, чтобы закрыть вот этот гештальт. Понимаете, какой гештальт? Он будет мотивирован реализовать свои собственные амбиции. То есть мы создаем двойную ситуацию. Во-первых, мы сокращаем коррупцию, контролируя его траты. И во-вторых, мы мотивируем людей, вот как Раджив в самом начале говорил, спасибо Радживу, люди будут знать, что они пойдут туда и не смогут получить деньги, понимаете? И вот здесь очень важный момент по поводу тех людей, которые дают взятки. Мы создаем образ, стереотип среди населения, среди вас всех, что вы, поступая в университет, что вы, когда хотите открыть свой бизнес и так далее, что вы будете знать, что когда придет Артем Уточкин, он ни хера с вас денег не возьмет. Почему? Потому что у него есть собственные амбиции. Вот этот момент, к сожалению, команда оппозиции пропускает. Теперь, по поводу нашего расширения. Вот мы сегодня рассматривали ситуацию по поводу коррупции, по поводу того, что вот, у нас есть коррупция, люди вынуждены брать взятки, потому что зарплата маленькая, ну и так далее, да, по разным причинам. Мы сегодня хотели бы также рассмотреть другую сторону, да, этих чиновников, сторону бизнеса. Господа, сегодня, к сожалению, тенденции таковы, что многие люди идут в бизнес, многие люди становятся чиновниками не для того, чтобы люди жили хорошо, не для того, чтобы, там, я не знаю, Артем Уточкин получал хорошую пенсию, когда он будет старым. Нет. Мы идем, почему? Потому что мы хотим защищать свой собственный бизнес, дамы и господа. И мы говорим, что для того, чтобы вот такой недобросовестной конкуренции у нас не было, а если я хочу привести авиакомпанию, к сожалению, оказывается, те, у кого есть больше денег, они платят деньги премьер-министру, да, чтобы вот этой недобросовестной конкуренции у нас не было. Мы говорим, для того, чтобы контролировать вот эту ситуацию, для того, чтобы создавать благоприятные условия в стране для развития бизнеса, для развития других секторов экономики, нам необходимо создавать условия. И вот этим условием является тот самый контроль, дамы и господа. Еще одна идея, которая относится к нашему расширению, следующая идея. Смотрите, вот гипотетически, да, такая ситуация. Зарплата, я не знаю, премьер-министр составляет 66 тысяч сомов. Зарплата министра составляет порядка 20 тысяч сомов. Может ли сейчас человек за 20 тысяч, который привык жить на широкую ногу, будучи министром, имея бизнес, который он прикрывает, или получая взятки, может ли он прожить на эти 20 тысяч сомов? Нет. Вот здесь происходит фильтр, дамы и господа. Это очень-очень важный момент. Люди, которые не смогут существовать на эти 20 тысяч сомов, мы сразу автоматически понимаем, да, мы сразу фильтруем тех людей, которые не могут жить на эти деньги, мы сразу их убираем из власти, потому что они не могут.
Потому что они, и вот здесь получается, сравнивая их доходы, да, с доходами среднестатистическими, которые у нас есть в республике, эти люди становятся более мотивированными, понимаете? То есть это не просто такая ситуация, когда человек пришел со своими амбициями для того, чтобы стать министром и так далее. Это еще такая ситуация, благодарю, это еще такая ситуация, когда человек более мотивирован на улучшение социальной составляющей, понимаете? Для того, чтобы он больше мотивирован, потому что он заинтересован потому что он заинтересован носить те же самые шубы, айфоны и так далее. Для этого он вынужден работать гораздо лучше. Вопрос мотивации, вопрос фильтра и вопрос бизнеса. Задумайтесь, пожалуйста. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Для ответной речи приглашается член оппозиции. У вас есть 6 минут. Добрый день, уважаемые судьи. Я безумно рада присутствовать сегодня в этом зале. Итак, давайте начнем. О чем сегодня нам говорит вообще игра на первых и на вторых столах? Да, якобы господин Смолилов говорит очень важные вещи, и мы полностью поддерживаем свою первую фракцию. Но что мы хотим сказать, уважаемый судья? Понимаете, вы не достигнете этих амбициозных министров. Вы никогда не достигнете вот этих реальных благ для достижения конечного, конечных целей, потому что просто ваш механизм, он неэффективный. В этом очень хорошо нам рассказала госпожа Джумашева. Что вы нам говорите? Вы говорите о том, что нам нужно все это деньги, да? То есть, да, взяточник, когда дает деньги, он хочет какого-то результата. Но говорит ли это, то есть, да, министр может взять деньги, он может выполнить свое обещание и при этом не показывать нам вот эти деньги, которые поступают ему вложения, потому что у него уже есть счет, потому что у него уже есть банк, да, в который он вложил, и при этом в то государство, которое в случае чего никоим образом нам не будет давать какие-то показания. Дико извиняюсь, Следующий момент. Просто очень важный момент хотел спросить. Я вообще-то первый хотел задать вопрос. Купунай выбирай. Я вообще не понимаю вашего вопроса. Что мы хотим сказать? И вы хотите, вот вы понимаете, наша первая оппозиция, она говорит о том, что мы должны контролировать их траты, и пусть лучше все будет на виду. Я объясню, пусть лучше все будет на виду. Но давайте мы не будем их лимитировать, а будем с них требовать эффективности работы, да, потому что в любом случае госминистр говорит о каких-то вливаниях, да, денежных. И тут очень важно понимать, что в любом случае, хотите вы этого или не хотите, министр, ввиду того, что он имеет больше полномочий, больше возможностей, просто потому что он министр, уважаемый судья, он имеет больше возможностей проводить вот эту теневую операцию. Пусть лучше мы будем знать действительно, сколько он тратит, и мы будем с него требовать той эффективности работы, которую он может дать нам с использованием вот этих самых средств, потому что неважно, какой человек придет, в любом случае он будет этим злоупотреблять, и никто из вас ничего не сможет сделать. Выявление. Нет, не боюсь, садитесь. И знаете, в чем вопрос главный? В любом случае, вот, понимаете, очень важно понимать одну вещь. Вот, допустим, если этот человек амбициозный, то изначально это таким образом не вырабатывается. Если вы хотите, не знаю, иметь во главе людей, которые действительно хотят работать ради народа, воспитывать нет смысла, потому что мы все извращенцы, да, имеется в виду, денег говорить. Лучше выбирайте тех кандидатов в министры, которые действительно представляют собой уже подготовленных определенных личностей, уважаемый судья. Это важный момент. И понимаете, вот этот ваш законопроект, он изначально никоим образом... Вот почему тогда вы не приводите нам примеры, когда, ну не знаю, действительно эффективно все это срабатывало? Почему у вас нет доказательств? И почему та же самая Россия, да, во главе с Путиным и так далее, они ничего не принимают по сути? И что мы хотим сказать дальше? Вот наше главное расширение заключается в том, что мы должны понимать. Конфуций говорил очень классную вещь. Сын сыном, отец отцом, чиновник чиновником. И мы должны понимать, что если мы выбираем этого министра, по-любому он будет брать деньги. Он будет брать больше денег, чем он имеет. Но мы взамен этого должны контролировать, то есть, понимаете, он должен не просто тратить эти деньги, он должен их оправдывать за счет труда. И вот результат его труда, он должен быть равен той сумме денег, которую он тратит и получает каким-то нелегальным образом. А он по-любому будет его получать, потому что ваш механизм, он не доработан. Вы говорите о каком-то вышестоящем органе, который будет якобы все это контролировать. А кто будет в составе этих органов, да, кто будет их проверять? Та самая прокуратура,
полностью она вся подкуплена. И в этих моментах ваш кейс у нас однозначно нерелевантен. Вот хорошо, давайте теперь представим такую ситуацию, когда действительно, не знаю, чиновник очень хорошо работает, да, и так далее, но он привык к какому-то определенному шику. В конечном счете лимитация денег может привести к тому, что он не будет нам давать той эффективной работы, которую от него требуется. Потому что, согласно закону о госслужащих, любой госслужащий имеет право, помимо своей работы, заниматься педагогической деятельностью, да, творческой деятельностью, которая не будет мешать его остальной деятельности. Но, уважаемый судья, в таком случае, если он будет понимать, что он будет ограничен этой зарплатой, что он будет делать? Он будет тупо развиваться именно в этой сфере. И понимаете, теневой сектор вообще развития денег, он будет в любом случае, вы никак это не проконтролируете. Вопрос, а кто будет этим заниматься? И в любом случае раскрытием, скажем так, грязных министров, скажем, в их преступлениях финансовых, занимаются только те лица, которые действительно в этом заинтересованы, то есть его оппоненты. То есть это будет битва между, скажем так, верхушками где-то, да, и в конечном счете общество в любом случае об этом и знать не будет. И ему даже не интересно, например, мне как простому гражданину похер, если честно, кто чем занимается, сколько у Бабанова чего. Я не против, пусть Бабанова будет, не знаю, 5-этажный дом, но пусть он для меня хотя бы просто дорогу заасфальтирует. Вот этим я уже буду довольна, уважаемый судья. И для меня, как для простого гражданина, это важнее, да, чем то, что он имеет. Потому что я понимаю, я ничего не могу в этом случае поделать. Поэтому пусть они берут, но берут, и при этом пусть они оправдывают эти деньги, которые они берут. А брать они будут по-любому, потому что нет никакого органа. Сам факт того, что они уполномочены, сам факт того, что они имеют определенные возможности, средства, говорит о том, что они могут все это сделать. И мы с вами никаким образом на это не повлияем. И вы также говорили о том, что вы создаете условия для контроля. Но каким образом вы это делаете? Вы не показываете. В любом случае, что касается по поводу реализации собственных амбиций. Власть, уважаемые судья, деньги, это всегда совращает человека, да, в любом случае. Неужели вы думаете, что все чиновники, которые пришли, допустим, с советскими взглядами, да, о том, что надо поднимать страну, все были уже испорченными? В любом случае, если вы не разработаете уже какой-то конкретный механизм, это ни к чему не приведет. Это важно понимать. Пусть лучше они берут, пусть лучше мы будем это знать, что они берут, но пусть они показывают и оправдывают эти деньги, которые они берут. И в конечном счете, если это все будет открыто, в любом случае, мы будем знать, ага, Бабанова счет там где-то вот там, значит, нам надо туда идти. Мы будем об этом знать, и в случае чего мы сможем их нам вернуть, да, как это делали с теми же деньгами и имуществом, которые имела Кайф. Мы их просто конфискуем в случае обнаружения того, что действительно они незаконно зарабатывали эти деньги. Поэтому, уважаемые судья, давайте будем уважать все-таки министров и не будем пытаться идеализировать это общество. Лучше выберите того человека, уважайте свой выбор, пожалуйста, а пытаться контролировать нет смысла. Спасибо большое за речь. Для принесения следующей конструктивной речи, первой аналитической, я приглашаю секретаря, члена правительства. У вас есть 6 минут. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Руслан Хихизов. Сегодня я являюсь последним представителем команды, закрывающей правительство. Давайте начнем. Начнем мы с маленького анализа первых столов. Во-первых, вообще сегодня полностью выигрывает правительство. Стопудово всем это понятно, я повторю это для вас, уважаемые. Почему? Во-первых, в первых столах что у нас происходит? Во-первых, со стороны команды лидера оппозиции, первого оппозиционера, не было конструктивного опровержения. Это раз. Это неправильная позиция, в данном случае это первая стратегическая ошибка команды оппонентов. Во-вторых, то, что в данном случае, когда мы говорим о коррупционных схемах, они говорили о честной работе правительства и так далее, так далее, так далее, в данном случае выиграет команда правительства. Почему? Потому что в данном случае они показывают, что они максимализируют рискованные варианты того, что они не будут получать коррупционные монеты. Они не будут получать коррупционные взятки, потому что мы ограничиваем. Мы не говорим о том, что она будет работать на все 100%, но если они будут работать на 80%, это уже показывает свою эффективность. Вот о чем говорят уважаемая команда первых столов. То, что в данном случае они показывают эффективность того, что гораздо сложнее теперь брать взятки, потому что мы лимитируем уровень расходов данного министра, уважаемые друзья. И это вы должны были понять. И в данном случае госпожа Гзмашева, она соглашается с тем, что в данном случае это временный случай. Это временное, может быть, это оказывает временный эффект, но в данном случае этот временный эффект будет эффективен. Почему? Потому что наше восстановление, в данном случае, продолжение линии команды Артема Раджива, говорит о том, что сейчас существует такое понятие, как когда дают взятки, они хотят результатов прямо сейчас. Нам не нужно, чтобы этот политик, этот министр, да, был идеальным паинькой сейчас, а потом через 10 лет, когда он не будет паинькой, как говорит Алтынай, тогда он уже мог пользоваться этими деньгами. Для этого, для человека, который дает взятки, мой коллега четко осознает, четко дал понятие, что есть понятие взятки, и в понятии взятки есть два актора. Первое, это человек, который дает взятки, и второй, человек,
который получает взятки, уважаемые друзья, и человек, который дает взятки, требует результата прямо сейчас. Я даю эти деньги тебе прямо сейчас для того, чтобы ты сделал это все для меня прямо сейчас. И в данном случае, когда ты будешь откладывать все это на потом, ты будешь казаться мальчиком для нас сейчас здесь, мне это без разницы. Мне плевать на то, что ты мальчик, мне нужен результат, я за это заплатил. И в данном случае действие коррупционной схемы опять же усложняется. Почему? Потому что у этого чиновника лимитирован расход. Он не может все это сделать. Почему? Потому что все эта мотивация, она опять же меняется, уважаемые спикеры, уважаемые судьи. Я думаю, что вы это поняли. Дальше. По поводу расширения, уважаемой команды столов. В данном случае сегодня не было реакции на расширение вторых столов. А какое было расширение? Во-первых, мы говорили о бизнес-объектах. То есть в данном случае сейчас в политику идут люди, те, которые имеют свой бизнес. И эти бизнесмены в первую очередь задумываются не о политике государства и развитии этого государства, а именно о развитии своего личного бизнеса, собственных амбиций, личностных. И в данном случае, когда нет этого ограничителя, когда я могу развивать свой бизнес и потом жить на свой бизнес в дальнейшем, мы можем говорить о том, что государственные решения будут приниматься субъективно. Эта субъективность будет говорить о том, что политические решения и развитие государства будет тормозиться. Почему? Потому что он имеет свой бизнес, а когда он имеет свой бизнес, он будет на него давить и будет развивать его, уважаемые друзья. Вот о чем мы говорим. И в данном случае, когда мы лимитируем образ жизни этого правительства, этого министра, мы говорим о том, что в данном случае это, скажем так, социальная объективность политических решений, там, я не знаю, честная конкуренция и так далее. Вот о чем мы говорим. И это будет развивать наше государство. Вот к чему ведет лимитирование, и вот о чем говорит наше расширение. Извините. Дальше, по поводу фильтра, опять же, не было никакого опровержения. Мы говорим о том, что в данном случае остается, я веду в политику с несколькими целями, да? Я могу зарабатывать и жить на эту зарплату, и, во-вторых, я буду стараться и развивать свой бизнес. В данном случае этот фильтр именно лимитирования, говорит о том, что остаются только те, кто заинтересован работать на зарплату в $400. Это те, кто будет, скажем так, и в дальнейшем, о чем говорит этот талант, это будет улучшать сторону того, что люди, которые прочувствовали, которые привыкли жить на широкую ногу, если у меня есть iPhone, согласитесь с тем, что если у вас есть iPhone, если вы отказываетесь от iPhone и вы берете какой-то простой кнопочный телефон, вы всегда будете хотеть иметь этот iPhone. Но тогда, когда вы лимитированы, вы будете стараться, чтобы этот iPhone в дальнейшем стоил не $1000, а 500. И это говорит о том, что вот именно уровень пороговых цен на определенные продукты и товары будут падать, потому что вы, как министр, уже являетесь актором того, что вы чувствуете сейчас рост этих цен, вы чувствуете, что это все дорого, вы чувствуете, что вам тяжело жить на эти $400. Вот о чем мы говорим. Мы говорим о том, что в данном случае социальная ориентация людей, Талант говорил, социальная ориентированность политиков, министров, да, уважаемый судья, социальная ориентированность министров, она будет гораздо лучше. Почему? Потому что в данном случае они сами являются участниками данного процесса. Они живут на $400 так же, как и все. И они чувствуют сами на своей собственной шкуре, что на эти $400 выжить очень тяжело. И они будут стараться, чтобы эти $400 были максимально эффективно использованы. А как это они будут делать? Они будут это все делать путем развития экономического сектора. Для того, чтобы цены были гораздо дешевле, для того, чтобы не было монополизации рынка и так далее. Чтобы кола не стоила по 40, чтобы кола стоила 35, потому что его изначальная цена 30, а не 45, потому что сам бизнесмен хочет зарабатывать больше и не заинтересовывается в покупательской способности. Вот о чем мы говорим. Именно тогда, когда у министра будет заинтересованность в снижении покупательской способности, тогда, когда, то есть снижение уровня цен, чтобы увеличилась покупательская способность, потому что он в первую очередь сам зависит от этого. Только тогда мы говорим о том, что в данном случае лимитирование говорит об эффективности. И в данном случае команда вторых столов именно, а именно, которую представляю я и мой уважаемый коллега Талант, говорит о том, что мы будем развиваться, уважаемые друзья. Дальше они говорят, о чем говорит Кулкунай, давайте подумаем. Мы говорим о том, что давайте будем знать, сколько будет тратить политики и так далее. Пускай политики говорят и так далее. Господа, если, более спокойно, да? Господа, если политики всегда, скажем так, давали отчет о том, сколько они зарабатывают, эту проблему мы никогда не понимаем, потому что мы всегда задаемся вопросом, почему он зарабатывает так много. Он всегда будет скрывать свой доход. Тогда, когда в России не было этого лимитирования, все равно Лужков переписывал свое имущество на супругу. Почему? Потому что по-любому задавались этим вопросом. Мы говорим о том, что даже в данном случае, когда не происходит лимитирование, уровень коррупции также происходит. Эта коррупция также происходит. В данном случае мы говорим о том, что путем лимитирования мы, во-первых, предоставляем со стороны команды первых столов, мы предоставляем максимальное количество элементов, которые останавливают совершение этого преступления. И во-вторых, расширение, о котором мы говорим, и то, что самая главная обязанность, которую должен выполнять второго правительства, мы показываем качественное решение, на которого нет результата, на которого нет опровержения. Во-первых, это развитие рынка, развитие бизнеса, развитие экономического сектора. Во-вторых, это развитие фильтрации, то, что все будут заинтересованы в амбициях развития государства, а не в первую очередь государства, а не... 30 секунд, пожалуйста, прошло. В первую очередь развитие государства, а не своих собственных бизнесных амбиций. Вот,
Спасибо большое за речь. И для последней аналитической речи приглашается секретарь члена оппозиции. У вас есть 6 минут. Секретарь оппозиции, просто не член. Да? Член не Ну, нужен. я, короче, Секретарь правительства, да. что-то я там... Так, приветствую собравшихся в этом зале. Большое спасибо моему уважаемому коллеге Руслану Кихизову за его зажигательную и горячую речь. Однако есть в его речи очень большие дыры, которые я попытаюсь зацепить и с помощью которых я хочу доказать. То, что выиграла наша команда оппозиции, а не команда правительства. Что же мы хотим сказать? Нам, уважаемое первое правительство на первых столах дало прекрасный механизм полной отчетности, то, что мы будем все контролировать, мы будем выписывать отчеты, мы будем перед кем-то отчитываться. Но опять-таки, как говорила моя уважаемая сокомандница, а кто будет это контролировать? Какие люди будут это контролировать? Господь Бог, разве получается, эти самые министры будут Господу Богу писать эти самые отчеты, и все у нас сразу будет честно, и все у нас будет прекрасно? Нет. Будут эти самые отчеты контролировать такие же люди, такие же служащие в таких же органах, которые занимались, которые имеют свои собственные амбиции, которые не предостережены от таких же недостатков, как и все остальные люди. То есть даже непонятно, вот одна из дыр в механизме нашего уважаемого правительства. А что это будет за орган, который будет контролировать? Еще одно министерство, то есть министры, получается, контролируют министров или что? Вот это вот нам непонятно. Значит, отсюда мы следуем. То, что, во-первых, уже появляется возможность обойти вот этот вот самый механизм через уровень контроля. Второе, то, что нам предоставило первый стол. То, что возможность есть также в срочности. Почему? Потому что человек, который побывал министром, он на определенный срок. Он, да, я такой хороший, я ангел, да, действительно. Однако в то же время получается то, что... Получается таким образом то, что мы просто-напросто перекладываем на другое время, немножко оттягиваем все эти возможности для коррупции. И тот человек, который действительно, допустим, компания, которая действительно в качестве примера проводит то, что хочет осуществлять грузоперевозки в Кыргызстан, вполне возможно, может подождать и год. Более того, министры это очень недолгий срок. Таким и министры, получается, ненадолгий срок сидят, и поэтому они действительно могут... Дико извиняюсь, вы не попадете за этот вопрос, чтобы было ясность игры? Нет, извините. Спасибо большое. Да. Таким образом мы видим то, что это опять-таки еще из-за того, что мы перекладываем эти же самые взятки на другой срок, опять-таки тоже все равно они сохраняются. В то время как человек может накапливать огромные счета на всяких офшорах, в других местах через подставные лица, продолжать накапливать даже еще большие деньги, потому что, как уже говорилось, то, что он будет пытаться обеспечить себе жизнь гораздо больше срок вперед. Более того, мы же говорим, то, что мы, когда не ограничиваем, мы видим, как человек живет. Мы видим то, что сколько он тратит. Таким образом, мы знаем, то, что если он тратит слишком много, то вполне возможно, он как раз таки эти взятки и получает. А если мы знаем то, что он получает эти самые взятки, как раз таки, когда мы знаем это, тогда и можно принять большее количество мер. Второе. То, что... Стараюсь. Быстро. Спасибо большое. Смотрите, если человек уже не работает министром и купил Бугатти, разве народ не поймет, что он взяточник? Все уже, он как... Ну вот, значит, поймет, глазно сеть, все. Благодарю нашего уважаемого Раджива. Ладно, перейдем к расширению вторых столов. То, что у человека, то, что министр, у которого не лимитированный расход чисто своим бюджетом, он всегда будет, то, что у министра лимитированный расход только своей зарплатой, он всегда будет... Палата к порядку. Он всегда будет стремиться только к развитию своего бизнеса. Однако, давайте представим так. Если человек был бизнесменом, он стал министром, он свой должен бизнес бросить. Получается так? Или он должен его переписать на членов семьи. Однако получается опять-таки тупиковая ситуация. Почему? Потому что эти самые доходы, он опять-таки контролирует отчетность, как мы поняли, и семьи тоже контролируется отчетность, дабы как бы не задерживались эти самые деньги в семье этого самого уважаемого министра. То есть, по-любому, как бы человек свой бизнес просто так не бросит.
И по-любому, если мы подставных лиц, через подставных лиц, теневым путем, может попытаться свой собственный этот самый бизнес, он будет по-любому развивать. Почему? Потому что я основал этот бизнес, я не буду его бросать на полпути. Я буду его продолжать развивать, даже незаконно. Таким образом, мы не только получаем большую законность, мы получаем, наоборот, еще большее беззаконие, еще большую коррупционность. Почему? Потому что, опять-таки, как я говорил, идет переход от легальных схем к нелегальным, к теневым. Вот что говорила моя уважаемая команда, и вот на что не обратил внимания уважаемый Руслан Хихизов. Ну, наконец-таки, последнее, самый классный и самый кайфовый пример, то, что если этот самый министр будет получать только свою зарплату, он будет развивать экономику всей страны. Однако станут айфоны по $500. Однако как, допустим, целый рынок может слушаться приказов этих самых министров? Как? Почему? Потому что рынок не зависит только от государства, рынок не зависит только от этих самых министров. Да, могут быть предприняты определенные меры, однако в то же время нельзя сказать, что это самое резкое воздействие, влияние государства на экономический рынок может привести к чему-либо. Более того, часто, когда слишком большое влияние на государство, именно тогда ситуация на рынке их ухудшается. Поэтому мы считаем, что все же механизм нашего уважаемого правительства нерелевантен, в нем очень много уязвимостей, и поэтому наша уважаемая оппозиция пошла в лесу. Спасибо большое за речь. Раунд закончен. Пожалуйста, пожмите друг друга руки и освободите помещение для вынесения судейского приговора. Не судебного приговора. Да, вырвалось. Вообще, не берут.